И снова всем привет! Ну вот оно, долгожданное видеоинтервью, которое я обещаю уже месяц. Прекрасное, неимоверно доброе, ласковое, душевная девушка Невена ответит на мои вопросы. Никаких провокаций в видео не будет. Невена ответит на несколько вопросов, что же сербы и она конкретно думают о русских, о России, ну и немного о Сербии. Всем привет! Меня зовут Невена Любисавлевич. Я из Деспотовца, но живу в Нови Саде уже 10 лет. Я учусь на экономиста, и в настоящее время я уже заканчиваю свое обучение. Сербия – одна из самых красивых стран для меня. Что бы я порекомендовала бы посетить вам, так это Деспотовец, откуда я родом. Также вы можете увидеть Рисавскую пещеру, Великий водопад, а также природу и так далее и тому подобное. Монасийский монастырь, который один из старейших монастырей Сербии. Что касается зарплат в Сербии, то мы, конечно же, недовольны. Особенно сейчас, когда текущая инфляция. Ну, конечно же, нам нужно немного больше, чтобы жить нормально. И я думаю, мы стараемся. Вечеринки в Сербии. Столица Сербии, Белград, славится ночной жизнью, то есть по датам. И можно сказать, что наша характеристика Сербии, что мы довольно расслабленные, что вы можете пойти в клуб, в театр, концерт. Здесь достаточно много места для общения и для веселья. Спорт в Сербии. Вы, наверное, все знаете про Новака Джоковича. Вот почему мы все любим теннис. Это наш номер один. А что касается других видов спорта, то здесь все, особенно в Нови Саде, бегают, катаются на велосипеде. Потому что Нови Сад и Воеводина очень равнинная. И вполне себе подходит для такого вида спорта. Да, но в других местах Сербии это не так популярно, потому что недостаточно трасс, то есть велосипедных дорожек. Что касается жизни в Сербии, я бы сказала, что здесь довольно-таки расслабленно. Бывает стресс, но я думаю, что это хорошо и нормально, как и везде, конечно же. Это не так легко, но это должно улучшить наш образ жизни для нас, простых людей. Да, есть много вещей, которые нас не устраивают, но есть и те, которые делают нас довольными. Большие частные дома, потому что в Сербии, скажем, была традиция, когда в семье есть дети, и потом эти дети вырастают и женятся. Молодожены продолжают жить в одном доме. Потому что, когда родители строят дом, они строят этаж для себя, второй этаж для одного ребенка, третий этаж для другого ребенка. Но это когда-то было. Если вы сейчас посмотрите на Белград и Нови Сад, таких домов не так уж и много. Но, скажем, в других небольших регионах это нормально — жить в большом доме. Скажем, я, пока не переехала с семьей в Нови Сад, тоже жила в одном большом доме. Бабушка и дед на первом этаже, родители на другом этаже, и сестра, брат и я на другом. Что я знаю о русских? Ну, я знаю, что они очень крутые. Знаю, что они очень любят историю и традиции.
И очень легко узнать человека, который из России. Особенно женщины, девушки выглядят очень молодо, как и ты. Видим лицо и знаем, что ты из России. Для меня любимый художник, то есть писатель, Лев Толстой, «Война и мир». Для меня Толстой не только лучший в России, но и лучший по всему миру. И я, конечно же, не единственная, кто так думает. Да, я была в России 4 года назад, в Москве, в Санкт-Петербурге, и это было фантастично. Я бы хотела побывать там снова, я бы хотела пожить там несколько дней. Также хотела бы выучить русский, вот ты можешь помочь мне его выучить. Это настоящий восторг. Особенно для нас, людей из Сербии, это наша мечта. Мы приезжаем, чтобы увидеть Россию, увидеть церкви. Посетить все эти святые места — это для нас мечта. В последнее время мы заметили приход к нам русских. Мы очень рады. Моя родная сестра живет в Белграде, а ее соседка по комнате тоже русская, из Тулы. Я тоже, допустим, хожу на пилатес, и у меня там девочка из России, так что мы очень рады. Мы немного выучим русский, а вы выучите сербский. Просто это красивее, когда вы здесь. Это немного разнообразно. Что касается русских блюд, я пробовала борщ, я пробовала иван-чай, и я пробовала, конечно же, что-то еще. Просто не знаю, как это называется по-русски, но мне очень нравится русская еда. Да, и я проходила стажировку в компании, которая была куплена у России, и там я ела русскую еду каждый день. Я думала об этом, у меня нет ответа на это, потому что, по моему мнению, это очень два похожих менталитета. Возможно, когда дело доходит до разговоров, я почему-то думаю, что русские меньше склонны к компромиссу. Это мое впечатление. А с другой стороны, для меня это своего рода приятнее быть в компании русских, потому что сербы немного темпераментны. А сходство для меня очень все похоже. Как я уже и сказала, для меня нет никакой разницы. Я бы хотела вам сказать, оставайтесь сильными и спасибо вам. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.